В Баурчинской начальной школе произошел просто несчастный случай. Родители мальчика, это Кися Павел, молодые, находятся на заработках. У них, кроме этого мальчика, который учился в 1 классе, есть еще 2 братиков, младше, чем он. Они оставили бабушке. Бабушка ему положила в рюкзачок колбасу, хлеб и пирожное, которое было черствое. Вот он на перемене и грыз это пирожное. Я, когда приехала, короче говоря, постаралась максимально узнать всю эту ситуацию. Ребята шли спокойно, никто не бегал, никто не это самое. Он просто запихнул в рот сначала это пирожное, а потом кусок колбасы. И поперхнулся, и просто задохнулся. Такие случаи, конечно, бывают. Они могли быть... минуточку. Они могли быть где угодно. И по дороге, и дома, и это. Но он случился в школе. Понимаете? Что касается медсестры, медсестра в сентябре уволилась. За весь этот период директор искала медсестру. В село большое, есть медсестры, но все они работают как семейные медсестры. У них высокая заработная плата, и ей не удавалось найти эту медсестру. Не соглашались. У начинающей медсестры заработная плата 12 леев, 1260 леев у начинающей медсестры. А у более опытной 1380 леев. Это у тех медсестер, которые работают в учебных заведениях. Я вчера, когда делала презентацию, попутно поднимала вопрос и о работе медицинских сестер в учебных заведениях. Все дело в том, что в учебных заведениях Гагаузии работают 99 медсестры, 43 работают в учебных заведениях и 56 работают в дошкольных учреждениях. Вакант образовался в гимназии села Буджак, но там прямо при школе расположен центр здоровья. Они пользуются услугами врача и медсестры в начальной школе. И в 3 детских садах, это в Русской Киселии, там 3 группы, на станции Вулканешта 1 группа, и в детском саду номер 1 города Вулканешта тоже 1 группа. Ставка медсестры там составляет 0,25. Поэтому очень трудно найти медсестер для работы в этих учебных заведениях. Что касается Баурчинской школы, то там каждый день работает медсестра с центра здоровья села. Они меняются, будут работать до тех пор, пока не будет принят на работу медицинский работник. Обратилась девочка после декретного отпуска, которая закончила медицинский колледж в Бендерах. Мы сегодня с ней говорил и начальник управления здравоохранения для того, чтобы помочь ей легализовать этот документ. Но эта процедура нелегкая. Вы знаете, что те дети, которые заканчивают Приднестровье, особенно Тираспольский колледж, то Молдова отказывается легализовывать эти документы, эти дипломы, и они не могут устроиться на работу к нам.